Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для рыб. Какой будет месяц? Замечательный месяц поддержки, осуществления каких-то важных желаний. Карта говорит о том, что вы на вершине, все ваши задумки осуществляются, планы, цели, работу находите, повышение, если оно нужно, решение любых вопросов в паре. Встреча с человеком, который вам прям вторая половинка, да, и, в общем, взаимопомощь, помощь от высших сил, потому что здесь все-таки у фигур крылышки, да, такие изображены, как у ангелов. То есть действительно месяц для рыб очень и очень хороший. И кругом здесь горные вершины, небо, да, то есть все самое лучшее, все самое высокое, замечательное, это вот как раз у рыб в ноябре месяце. Так, что нужно сделать, чтобы не допустить проблем? И еще тут у нас одна фигура с крылышками, да, не нужно допустить, чтобы кто-то вмешивался в ваши планы, в ваши мечты и уничтожал ваши стремления. То есть не позволяйте обрезать вам крылья. В прямом значении и в переносном, да. То есть карта говорит о том, что вы должны доверять себе, своей душе и интуиции. Вы должны стремиться именно к своим идеалам, даже если люди, которые рядом с вами, ваши близкие, ваша семья, это не значит, что они правы, да, потому что у них своя жизнь, свое мировоззрение, своя судьба, а у вас своя. Поэтому посмотрите, сколько здесь фигур. 5 фигур у нас получилось даже на первых же картах, да. То есть очень много людей будет участвовать в вашей жизни, будет много событий, слов сказано и всего прочего, да. Поэтому вот будьте осторожны ну, в общем, со словами, с вмешательством близких людей, потому что они могут вас остановить от вашего счастья, как бы защитить, скажем так, в кавычках. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске. Карта говорит о том, что вас могут познакомить близкие друзья. У них есть наверняка какой-то человек в общении, да, который бы вам очень хорошо подошел. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в паре. Но здесь вот ситуация сложная. Здесь может быть, знаете, такое ощущение, что вам подрезали крылья, да, что вас не понимают, что нет возможности договориться, понять друг друга. Посмотрите, бабочка и лед, да, это зима. Бабочка зимой не может жить. Она вынуждена ждать весны, да, и вот карта говорит о том, что вам тоже придется этот период как-то пережить, переждать, да, не требуйте слишком много от себя, от своего партнера. Вот, посмотрите, я достала дополнительную карту, которая как раз говорит о том, что вы справитесь обязательно, если будете вместе, вот эти трудности переживете вместе, да, это дерево, это карта семьи, это карта сильных таких отношений, поэтому, несмотря на какие-то сложные времена, несмотря на то, что происходит, может быть, что-то разрушающее в ваших отношениях, вы не сдавайтесь, не теряйте смысла вот именно в отношениях, в семье, да, в чувствах. Верьте в то, чтобы, ну, что обязательно все наладится, и делайте все для этого, несмотря на то, что сейчас вот нет какого-то понимания, да. Но тут действительно ситуация обусловлена внешними факторами. Зима, да, мы на нее не можем повлиять. И здесь вот могут быть ситуации там с потерей работы, с потерей денег, да, и из-за этого у вас могут портиться отношения. Но смотрите, это все закончится, а ваша семья останется. Поэтому будьте как-то терпимее и будьте, может быть, более такими оптимистичными в плане будущего вашего совместного. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что пришла осень, пришло время собирать плоды. Да? Если эти отношения стоят того, то они как бы этой ссоры лишь только укрепятся, да, то есть какие-то важные вопросы решите и дальше будете вместе. Если же эти отношения отжили свое, вот как листья, которые улетают, да, с деревьев, вот значит они должны уйти, но для вас это только к лучшему, потому что вы тогда можете встретить своего человека. Давайте работу посмотрим. Те, кто в поиске работы, вам могут помочь. Может помочь семья, могут помочь знакомые вашей семьи и так далее. То есть здесь действительно
самим не нужно на себя только рассчитывать, да, нужно рассчитывать на поддержку окружающих. Если, допустим, вы не можете на это рассчитывать, нет у вас, допустим, кому вам помочь, то тогда это может быть работа какая-то на дому. Посмотрите, здесь может, допустим, как няня для ребенка, да, вот бабушки обычно, бабушки, дедушки, они обычно с внуками сидят, да, то есть вы можете просто как няня подрабатывать или, допустим, ухаживать за людьми больными, пожилыми, да, то есть можно подумать еще о такой работе, если вдруг вот сложно. А для тех, кто уже имеет работу, карта говорит о том, что может быть отпуск, вы можете в это время проводить, как бы, это время вы можете проводить с семьей, отдыхать, перезагружаться, да, но в то же время, если говорить вот о работе, все-таки работа, если продолжается, то тогда это очень комфортная работа, когда вы занимаетесь любимым делом, то есть не работаете, а отдыхаете как будто бы, то есть это работа вам очень нравится, она вас не напрягает, а наоборот расслабляет, дает больше сил, делает счастливыми. Вы способны, ну, как бы здесь кому-то помочь, да, вы способны проявить себя и очень расслабленно при этом чувствуете сильно и как бы денежно тут все будет. Потому что тут деревья, зелень, да, все здесь в таком вот состоянии гармонии находится. И дорога, посмотрите, то есть вот какой дорогой вы идете сейчас, да, она вот как раз ваша, то есть то, что вам нужно. Здесь нет чего-то нового, да, нет развилки какой-то, то есть ваша деятельность, она будет продолжаться и как бы все будет в таком позитивном ключе. Для тех, кто своим делом зарабатывает, давайте посмотрим. Здесь будет очень много ситуаций, связанных с семьей, детьми, большие траты на семью, да, и может быть даже какие-то сложности. Давайте дополнительную карту, да. Скорее всего, вот в бизнесе могут быть какие-то проблемы в своем деле, да. Может быть такая ситуация вот в этом месяце сложная, и вы не знаете, что делать. Скорее всего, здесь будут какие-то запрещающие законные меры, да, для того, чтобы вы бизнесом занимались, а у вас, допустим, семья, да, нужно обеспечивать семью, детей и так далее. То есть вот здесь вот может быть ситуация сложная. Давайте еще одну карту достанем, как ее разрешить. Ну, посмотрите на все вот свысока, да, то есть придет время и обязательно все разрешится. Это не конец, да, то есть нужно как бы подняться над этой ситуацией и попробовать распланировать как-то, попробовать определиться с целями, планами. В общем, карта говорит о том, что находясь в этой ситуации, вы ничего не решаете. Нужно выйти как будто бы из нее, да, и посмотреть на все с высоты. Причем решить вы можете только сами ситуацию. Не те люди, которые вмешиваются, не семья ваша, а именно вы сами можете эту ситуацию вывести на новый уровень. Видите, это высота, это решение любых вопросов и задач, горы, да, то есть вы вполне здесь можете решить все, но только не находясь в этой ситуации, а выйдя из нее. Может быть, это новые какие-то цели и планы, может быть, это новое какое-то дело, это вот все вы решите, если выйдете из ситуации мысленно. А может быть и немысленно, да, может быть это и действительно нужно реально сделать. Здоровье. Тоже ситуация вот острая какая-то со здоровьем, да, может быть вот тоже какие-то ситуации критические, непредвиденные случаи, какие-то порезы, ушибы, да, что-то такое. Или может быть как раз то, что нет работы, нет возможности работать так, как хочется, да, подрывает наше здоровье. Также карта говорит о том, чтобы мы были очень внимательны. От нас, от самих зависит, какое у нас будет здоровье. Насколько мы его сбережем, да, настолько мы здоровы и будем. Здесь никого больше нет, кто бы на это влиял, да, это только от нас зависит. Дайте еще одну карту достану. Вот, и нужно обращаться за помощью. Если, допустим, первые сигналы какие-то заболевания вы почувствовали, нужно обращаться за помощью для того, чтобы вот здоровье вернулось.
Друзья, давайте посмотрим, что ждет в конце месяца у нас по итогу. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы решите все свои вопросы, проблемы. Посмотрите, из теста птички мама с сыном здесь лепят, да, и птички оживают и улетают в окно. То есть какое-то чудо прям может произойти в вашей жизни, совершенно неожиданная ситуация, когда ваши проблемы обернутся как раз вашими победами, да, удачей. И здесь, смотрите, большое значение имеет семья, большое значение имеет недвижимость и дом. То есть вот это все беречь нужно. Отношения, да, нужно с недвижимостью все вопросы вовремя решать и так далее. Друзья, желаю всем замечательного ноября. Пусть только самое лучшее сбывается, а все самое плохое, оно вот только на картах остается, да, в вашей жизни пусть все только будет хорошо. Всего вам доброго, до свидания.